Тема апрельских поручений главы Коми Сергея Гапликова продолжает широко обсуждаться на территории региона. На сегодняшний день программа действий уже обрела четкую и понятную структуру. Министры получили настольную книгу конкретных задач, а регион – вектор развития. Об этом говорил и сам глава республики в рамках программы «Открытый разговор» на телеканале «Юрган». 55 поручений, они созвучны. Я хотел бы, конечно, отметить несколько из тех, которые сегодня являются основополагающим. Во-первых, просто подчеркну, что это, безусловно, сфера жизнедеятельности человека. Это и образование, и охрана материнства и детства, и, конечно, формирование комфортных условий жизни, проживание на селе – это один из факторов, который сегодня дает возможность чувствовать себя комфортно, уверенным быть в завтрашнем дне. И, конечно, эта территория в первую очередь является основополагающей. Почему? Потому что кормит нас. Мы без этого жить просто не можем. Основной акцент диалога – динамичное развитие региона. Всего поручений 55. Здесь и социальная сфера, и сельское хозяйство, и дорожное строительство. Они охватывают все 12 национальных проектов, о которых говорил и президент России Владимир Путин в своем послании. Они сейчас достаточно гармонично укладываются в 12 национальных проектов, которые по итогам рассмотрения указа президента выполнение этих поручений сегодня должно сформировать правительство Российской Федерации. Но, конечно, безусловно, хотел бы остановиться на самых важных. В первую очередь я должен сказать, что каждое поручение, за ним закреплен ответственный министр, на территориях соответствующие главы муниципальных образований. И, безусловно, на контроле находится непосредственно у меня. То есть все эти вопросы мы будем рассматривать, ход их исполнения. И, безусловно, думаю, на этой передаче мы будем в том числе и смотреть, как исполняются соответствующие поручения, выполняются те или иные направления. Большая часть поручений – строительство и здравоохранение. И это напрямую касается нашего муниципалитета. В частности, ввод в эксплуатацию в этом году плавательного бассейна, а также строительство железнодорожного вокзала. Особое внимание уделено и развитию сферы культуры в целом по региону. Тому подтверждение – открытие новых объектов и модернизация уже действующих. Мы занимаемся вопросом создания кинотеатров. Мы модернизируем на селе соответствующую сферу культуры. Мы, конечно же, даем возможность людям приходить в комфортабельные, уютные дома культуры, где они максимально могут себя раскрыть. И я буквально, посещая наши районы, видел, насколько люди вовлечены в этот процесс, насколько они ждут этого и как они на это реагируют. И это, конечно, очень важно. А еще важно то, что развитие любой сферы, будь то культура, здравоохранение или образование, это командная работа, и здесь один в поле не воин. Только совместными усилиями и общими взглядами можно строить планы на будущее. За все, так или иначе, в республике несет ответственность глава. Но на местах руководители, они тоже должны биться за эти результаты. Они тоже должны принимать активное участие. Максимально вкладывать все, что от них требуется, в том числе и личное участие. Открытый разговор с Сергеем Гапликовым длился более часа. За это время глава постарался максимально рассказать о том, что уже сделано и что планируется сделать на благо развития региона. Правила дорожные знать каждому положено. Именно под таким девизом ребята с летних лагерей вышли на познавательную игру, которая прошла на этих выходных на площади Дома детского творчества. А теперь загорелся зеленый, красный, желтый, зеленый. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Поэтому уже с раннего возраста необходимо учить детей правилам поведения на дороге, чем и занялись организаторы ДДТ. Ведь именно в формате игры ребенок способен усвоить теоретические знания, а также умения и навыки. Участникам предлагалось отгадывать загадки, участвовать в конкурсах и эстафетах. И все это на тему правил дорожного движения. По окончанию конкурсов каждый ребенок вынес для себя частичку нового. Но всегда нужно помнить, что ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Поэтому нужно наглядно показывать детям, как правильно вести себя на дороге. Иначе всякое целенаправленное обучение просто теряет смысл.
Члены Сосногорского клуба «Иван да Марья» побывали в гостях у журналистов. Этот визит состоялся в рамках региональной программы «Активное долголетие». Началась экскурсия с редакции газеты «Заря Тимана». Гостям рассказали о кадровой структуре коллектива, об обязанностях его сотрудников, о процессе создания и верстки газеты. Задавали вопросы и гости. Например, где и как печатается газета, как доставляется в Сосногорск, как распространяется среди читателей. В свою очередь пенсионеры отметили, что, несмотря на большое разнообразие источников информации в современном мире, газета «Заря Тимана» остается одним из любимых и привычных форматов, и читают они ее с удовольствием. Продолжилась экскурсия уже в студии местного телевидения. Здесь, кроме теоретических познаний в этой сфере, самые активные смогли попробовать свои силы на практике. Например, озвучить закадровый текст. Во всем мире отмечается День защиты детей. В нашем городе первый день лета. И даже стать ведущим новостей. Здравствуйте. В эфире «Вести Тимана». В студии Хозяинов Михаил. Журналисты рассказали о ежедневной жизни редакции, как готовятся новости, как обрабатывается информация и видео, сколько времени занимают технические операции для создания 1 минуты эфира. Как признался один из экскурсантов, он даже не представлял, глядя дома в телевизор, насколько сложен процесс создания телепрограмм. Все интересно, конечно. И так по телевизору смотришь «Вести Тимана», посмотрел просто так. Думаешь, там, как ведущие сняли там что-то, какой-то репортаж и все. Но тут, конечно, все получается сложнее, кажется. Вот вы сегодня попробовали себя в качестве ведущего. Как вообще ощущения? Конечно, с непривычки, конечно, как-то страшновато кажется. Подводя итог встречи, гости редакции сделали для себя один вывод. Узнавать и пробовать что-то новое никогда не поздно. И как знать, может быть, скоро кто-то из них захочет стать корреспондентом местной газеты или телевидения. Уже в конце следующей недели в Сосногорске пройдет долгожданный юбилейный фестиваль исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки. Вот уже почти 3 десятка лет фестиваль объединяет как музыкантов, так и преданных зрителей. Говоря о географии участников, то в этот раз она обширна. География в этом году нестандартно обширна, то есть это и южные районы Республики Коми, это совершенно северные районы, то есть наши традиционные гости Воркута, Инта, Усинск, естественно, Ухта. Помимо пределов республики у нас гости с Архангельской области будут. В этом году на сцену 25-го фестиваля выйдет порядка 20 команд и 7 сольных исполнителей. Но, по словам организаторов, в список еще будут вноситься коррективы. Большинство групп известны сосногорскому зрителю, но будут и новые имена. К слову, Сосногорский рок-фестиваль – это не только 3 дня качественного звука. Фестиваль юбилейный, хотелось порадовать как можно больше людей. К нам приедут мотоклуб «Полярные волки», Сыктывкар, приедут свободные мотоциклисты города Ухты. И для тех, у кого нет стальных коней, а есть автомобили, мы приготовили рок-автомобильный пробег. Необходимо оформить автомобиль в формации рок, то есть, может быть, какие-то символы, может как-то поработать над внешним видом, подать заявку. Колонна организованно пройдет по городу в сопровождении машины ГИБДД, приедет к нам на площадку фестиваля, все смогут пофотографироваться, оценить дизайн и, соответственно, проголосовать за понравившийся автомобиль в интернете. Будут работать и тематические площадки. В общем, каждый для себя сможет найти развлечения по душе. Напомним, рок-фестиваль пройдет 29 и 30 июня, а также 1 июля на стадионе Черемушки. Хедлайнер фестиваля – московская группа «Слот». В нашей жизни есть традиции и их символы. Одни символы дарят нам ощущение чуда, другие показывают нашу любовь, а некоторые помогают не забыть. Долгое время красная гвоздика была символом памяти об ушедших от нас ветеранах. А сегодня значок «Красная гвоздика» становится еще и способом помощи ветеранам, живущим среди нас.